Вот обратите внимание, здесь слева инвестиции, информационные технологии, сюда входят и компьютеры, и все системы автоматизации. Там вот в развитых авангардных странах вы видите, очень высокий был уровень инвестиций уже в 70-е годы, 60-е, 70-е, когда шла сплошная компьютеризация. Видите, в США до 6%, 6% ВВП инвестировалось в компьютеризацию. Эффекта не было. Поэтому Солоу как раз говорил, а зачем мы вообще стараемся и миллиарды долларов вкачиваем в сферу, которая не дает ни цента добавленной стоимости. Ну вот теперь посмотрите, в 95-м году скачок прямо, скачком во всех этих странах пришел эффект. То есть технологии, конечно, их надо внедрять и не ожидать, что они через год, через несколько лет сразу дадут эффект. Вот иногда приходит через десятилетия. Теперь, учитывая этот опыт, конечно, ожидать, вот сегодня многие руководители, даже государств иногда говорят, что вот возьмемся, создадим цифровую экономику и сразу поднимем ВВП в 2-3 раза, процветать будем, заживем лучше. 2-3 раза. Ничего подобного, придется нам еще десятилетия ожидать, пока цифровые технологии, они такие же технологии, как информационные, поэтому, но правда, здесь запаздывание будет меньше, не 25 лет, а примерно 10-12 лет. То есть, если сегодня, например, Казахстан активно возьмется и начнет формировать цифровую экономику, то через 10 лет, в начале 30-х годов, вы начнете пожинать плоды цифровой экономики. А до той поры надо развивать ту экономику, которая есть, потому что в некоторых странах говорят, давайте, что мы будем инвестировать в традиционную экономику, давайте сразу начнем инвестировать в цифровую и заживем лучше. Так не получится. То есть в экономике фокусов не бывает. Вот это все как раз показывают модели. И об этом я уже сказал. Вот эти выводы были как раз обобщены очень известной исследовательской компанией мировой Economist Intelligence Unit в 2003 году. Видите, даже зная все это, Международный валютный фонд уже беспокоится, что вот уже в самых развитых странах уже цифровая экономика развивается, цифровые технологии внедряются уже 10-15 лет, а результатов все нет. Наверное, бухгалтерия еще не доработала, не учитывает. Ничего подобного. Просто критической массы еще нет, даже в авангардных странах. Эволюционной, что всегда вот, эволюция требует для повышения производительности замены ручного труда машинным. А сегодня время пришло, появились интеллектуальные машины, и они будут заменять человека уже умственного труда, то есть средний класс. Будет в основном терять работу средний класс. А что такое средний класс? Вы знаете прекрасно, что во всем мире средний класс – это основа стабильности общества, прогресса. Вот. А теперь он как раз будет больше всего терять, и будет поляризация. Будут востребованы очень высококвалифицированные люди, ну, скажем, профессора, все сидящие впереди, и люди низкой квалификации, вот, а середина начнет лишаться. Поэтому, конечно, надо делать ставку сейчас в высших учебных заведениях, ставку на то, что надо все время повышать уровень квалификации. То есть, допустим, бакалавры будут востребованы все меньше и меньше в дальнейшем. Поэтому из числа бакалавров надо больше готовить магистров, из числа магистров еще больше докторантов и так далее. То есть все время повышать ступеньку образования для того, чтобы люди
были конкурентоспособны в цифровую эпоху и могли эффективно взаимодействовать с интеллектуальными машинами. Вот на цель реформы высшего образования должны быть. Но, знаете, я вчера показывал в другом университете данные, вот в России, где я работаю, к сожалению, инерция такова, что российская система образования еще не отвечает этим вызовам, и там магистров, специалитеты, докторантура, все падает и падает. А ведь Россия производила, Советский Союз производил столько высококвалифицированных кадров, что полмира. Все лучшие кадры ведь уезжали на Запад. И сегодня то же самое. Поэтому нам надо работать, это закон. Поэтому мы ничего не поделаем. Сейчас интеллектуальные машины будут собирать работу. Удивительно, но Маркс это предвидел, и он сказал, в эпоху, когда все производство окажется автоматизированным, а люди будут только их контролировать, главной производительной силой будет информация. Почему он пришел к идее перехода от капитализма к социализму или к коммунизму? Потому что он понял первое, что информация это будет подрывать основы рыночной экономики. Вот мы все 30 лет назад перешли снова к капиталистической рыночной экономике. А теперь 2 десятилетия, вот следующее, цифровая экономика будет наоборот уничтожать рыночную экономику, и снова мы вернемся к социализму, ну, какой-то форме. А вообще Сорокин, вот гениальный социолог российский, в 60-м году в пору рассвета как социалистической, так и капиталистической системы предсказал, что через 100 лет самой эффективной формой будет интегральная, то есть лучшая от капиталистической системы и лучшая от социалистической. А теперь обратите внимание, какая страна сегодня строит этот интегральный строй? Китай. Наш великий сосед Китай, он взял лучшие от капитализма рыночные механизмы и сохранил элементы социализма. То есть без социальных инноваций, социальной поддержки развиваться цивилизация дальше не может, потому что, видите, эти технологии цифровые, как это увидел Маркс еще тогда, 200 лет назад, он будет усиливать неравенство социальное. А ведь вы же знаете, в мире сегодня просто зашкаливает в США, в самых развитых странах, исключая только социальные государства Скандинавии. Вот там у них социальная сплоченность, примерно все равны, то есть они живут как раз как при социализме. Да. И удивительно, что Дэн Сяопин оказался гений, наверное, равный Марксу, потому что он сказал, нет, вот мы пойдем интегральным путем, возьмем лучшее от капитализма и будем создавать одну страну, два строя. Вот, лучшее от всех. Вот. И поэтому Китай, пожалуй, так стремительно движется, и поэтому бесспорно, конечно, Китай через десятилетия станет лидером.